2014 будет в Коми годом здорового образа жизни. Об этом сегодня во время своей большой пресс-конференции заявил глава республики Вячеслав Гайзер. Руководитель региона, принимая такое решение, отметил, что год спорта должен получить логическое продолжение. Именно поэтому особое внимание будет уделяться вопросам здравоохранения, развитию физкультуры и спорта, поддержки молодежи, детей. Общение губернатора с журналистами продолжалось 2 часа. Максим Васильев отметил для себя самые важные заявления главы. Итоги уходящего года, да и в целом своего 4-летия в качестве главы региона Вячеслав Гайзер назвал позитивными. Коми не снижает темпов по всем показателям, создавая так называемую подушку социального самочувствия, главный результат которой – неуклонный рост рождаемости. Первое и самое значимое достижение, наверное, республики не только в уходящем году, но и все эти 4 года заключается в том, что республика ни на минуту не останавливалась в своем положительном движении и развитии. И это касается всех сторон жизнедеятельности республики. В первую очередь, потому что я всегда это говорил, я в этом убежден, основа любого развития и любого развития общества – это, конечно, развитие экономики. Так вот, несмотря на то, что период, и этот год у нас был, и в целом 3 года, пришелся на так называемый экономический кризис общемировой, очередную волну его, тем не менее, экономика республики показала и доказала свою устойчивость. Устойчивость в экономике – это на фоне других регионов России впечатляющие цифры. Валовый региональный продукт больше 520 миллиардов, уверенный рост объемов добычи нефти и лесопереработки, постоянное открытие новых производств. Единственное, что сегодня беспокоит – как готовить кадры. Об этом же спросили главу Коми журналисты из Санкт-Петербурга. Правда, с акцентом на медицину. «Мы уже начали работу по врачам», – заявил Вячеслав Гайзер, а для приезжих даже создали заманчивое предложение. Уже через 4 года их зарплата может превысить 100 тысяч рублей. На сегодняшний день, если говорить о звене врачебном, это в среднем 50 тысяч рублей. На сегодняшний день заработная плата. Средний медицинский персонал в районе 30 тысяч рублей. В случае, если приезжают медицинские специалисты на село, это так называемый подъемный для врача 1 000 000 рублей и 350 тысяч рублей для фельдшеров, для сотрудников ФАПа, медицинских сестер. Это программы, которые на самом деле у нас в республике существуют и по другим, так сказать, категориям наших специалистов, граждан, но тем не менее, в первую очередь, сейчас будем говорить о медиках, жилищные программы, которые позволяют решить вопросы не просто трудоустройства, но и жилья для приезжающих специалистов. Дипломатично ответив на вопросы санкт-петербургских коллег, глава Коми эстафету передал республиканским журналистам. Дарья Шучалина, например, предложила увеличить финансирование поисковых отрядов, а понятие «патриотическое воспитание» взять под особый контроль. Тех, кто любит свою родину, республика и так поддерживает грантами. Впрочем, самосознание молодежи растет и без этого. Призыв республики закончился. Закончился, во-первых, очень успешно, досрочно и 100% выполнением контрольных цифр для республики. Это как раз один из примеров того, как на самом деле начинают действовать те программы патриотического воспитания, работы с молодежью, с призывниками, которые мы принимали, которые активно вместе с ветеранскими движениями, с общественниками, да, сегодня проводим. Я хочу сказать, что в разы уменьшилось на сегодняшний день в республике количество уклонистов. Теперь у нас есть четкая картинка того, что на самом деле желающие служить сегодня в армии, их на порядок стало больше. Игорь Бобраков задал главе Коми вопрос о смене руководителя одного из ключевых агентств республики по имущественным отношениям. Дескать, почему при прочих равных предпочтение отдано, в выражении журналиста, варягу? Любое назначение кадровое, которое у нас происходит на уровне республики, базируется на профессиональных качествах человека, который приглашается на эту работу. С этой точки зрения понятие «варяг, не варяг» для меня не существует. У меня существует профессиональное качество человека.
Я считаю, что господин Шатков может усилить или, скажем, сделать более эффективную работу агентства по управлению имуществом с учетом его послужного списка, его профессиональных качеств. И, кстати говоря, это тоже вот один из примеров, который сегодня уже там звучал по поводу и кадровой политики, и все, что с этим связано. Просто хочу напомнить, что господин Шатков коренной москвич, но принял решение для себя, что ему интересно остаться на постоянное место жительства и работы в нашей республике. С моей точки зрения, это тоже о многом говорит. Активная поддержка правительства инвестиционной политики в Коми уже привлекла два серьезных проекта – НПЗ «Енисей» и «Ситтек». Направлений для развития привлекательности региона стало больше. Возможности появления углехимии в республике. Потому что, на наш взгляд, это не просто перспективное направление, но и, самое главное, очень интересное и важное для экономики республики. С точки зрения соблюдения экологических стандартов при реализации таких проектов, то я напомню, что все эти проекты, начиная от лицензионных требований, которые недропользователи ставятся, да, они, естественно, базируются на законодательстве, которое учитывает весь комплекс вопросов, связанных с экологическими требованиями, но и, соответственно, контроль за исполнением этих проектов, он должен быть жесточайшим. С экологического открылся блок так называемых местечковых вопросов. Ухтинцев беспокоят слухи вокруг якобы полигона для захоронения радиоактивных веществ. Без общественной оценки никаких действий никто предпринимать не будет, заявил Вячеслав Гайзер. Каждый житель, которому это интересно и важно, должен получить ответы на все вопросы, которые касаются этого проекта, и только тогда, соответственно, принимать окончательное решение о его либо реализации в том виде, как он вот спроектирован, либо, соответственно, корректировки, если это потребуется. Один из главных вопросов для журналистов – каким будет тематика следующего года. Глава Коми не стал интриговать. 2014 станет логическим продолжением года спорта. Мы объявим в республике следующий год годом здорового образа жизни, годом здоровья. Как комплексного понятия, которое на самом деле затрагивает все составляющие этого понятия, начиная от здравоохранения и кончая развитием физкультуры, спорта, молодежи, поддержки детей и так далее и тому подобное. Потому что здоровье – это единственная ценность, которая дает возможность человеку чувствовать себя счастливым. Потому что если нет здоровья, все остальное бессмысленно. Один из самых нестандартных вопросов главе задала студентка Сыктывкарского университета Анастасия Ещук. Стремительно набирающий обороты проект «Городские легенды» нуждается в новых идеях, заявила она. Вячеслав Гайзер сходу предложил свою. Вот если бы был бы реализован проект, в моем понимании, да, часов, под которыми можно было бы встречаться влюбленным, и не просто, так сказать, столб, на котором висит кругляш, да, с часами, а обыгранный с точки зрения нашей мифологии или еще каким-то образом, да, часы, там, я не знаю, дерево чудес там, или еще что-то, то это было бы, на мой взгляд, ну просто как горожанин, одна из интересных точек, где было бы, так сказать, место встречи, где было бы интересно проводить рядом время. Что такое в понимании Вячеслава Гайзера, объявленной президентом страны, близость власти к народу? Вопрос от журналиста нашего телеканала Романа Истомина. Глава Коми не стал философствовать, а перевел ответ во вполне бытовое русло, чтобы на сформированную вертикаль обратил внимание даже самый мелкий чиновник. Это возможность прямого общения чиновника с теми людьми, которые, собственно, из своего кармана оплачивают его работу. Это возможность не стоять годами в очереди на личный прием. Вот я когда стал главой, я хочу вам сказать, что начал с того, что личный прием, когда стал разбираться, оказалось, что люди еще стоят в очереди, которые записывались на личный прием к Юрию Алексеевичу Спиридонову.
На вопросы личного порядка Вячеслав Гайзер отвечал вполне охотно. День рождения он справляет без лишней помпы, ему не стыдно ни за 1 из 4 лет работы, и он по-прежнему верит в московский «Спартак». 14 января, день, когда, по идее, истекает срок полномочий губернатора, Вячеслав Гайзер не считает особенной датой. В любом случае, заявил он, комплексное развитие экономики – главный ключ успеха дальнейшего развития республики. И начатую работу все равно придется доделывать. Максим Васильев, телеканал Юрган, Сыктывкар.